НАТО. Я помню, когда в один момент даже Литва отказалась от обязательного призыва. Это опять только вот агрессия России против Украины возобновила, Вот, такой, я про это и хотел спросить. возобновила такой призыв. Но на самом деле на какой-то вот промежуток времени призыв был приостановлен, потому что самое главное же в НАТО внести свой вклад, запланированный вклад, и когда действительно требовалось меньше, тогда Литва на это уделяла меньше внимания. Такой вопрос. Я разговаривал об этом с эстонцами тоже, и с литовцами тоже неформально. Вот насколько вы лично, даже не как глава Конституционного суда, а как гражданин Литвы, насколько вы уверены в том, что в случае, если Россия двинет свои войска, что все-таки НАТО физически защитит Литву? Я лично в этом уверен. Не зря и некоторые, в смысле, страны присылают в Литву, в том числе в Латвию и Эстонию, тоже свои силы. Это как бы такой, демонстрация готовности помочь. Небольшой, но демонстрация готовности помочь. Это действительно, можно так сказать, вероятность такого, внезапного нападения, все равно уже это все готовится. Даже если так вспомнить, аннексия Крыма, она же не была за день осуществлена. До этого шла определенная подготовка. Так, естественно, если кто-то готовится напасть, то кто-то будет готовиться и для обороны. Так но вы готовы? Я думаю, что да.